Добрый день, эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и в ближайшие 3 часа мы будем говорить о самых важных и актуальных событиях в Украине и в мире. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив нам по телефонам, которые вы сейчас увидите на своих экранах. Это можно сделать также и по Вайберу, и по Скайпу. А начнем мы с кибербезопасности. Ситуация с безопасностью крымчан, и в том числе жителей материковой Украины, которые ездят в Крым. И безопасно ли пользоваться социальными сетями, о чем можно писать, или лучше этого не делать перед поездкой в оккупированный Крым, и как выражать свой патриотизм, свою проукраинскую позицию так, чтобы тебя не поймали ФСБшники. Вот об этом будем говорить с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи. Добрый день, Ирина. Добрый вечер, да. А Давайте сейчас дадим какие-то советы людям, да, что опасно, что безопасно, как себя уберечь от преследований ФСБ в оккупированном Крыму, имея соцсети и патриотический контент в них. Ну, в первую очередь, рекомендация от экспертов кибербезопасности, с которыми мы периодически консультируемся, что в российских соцсетях активистам проукраинским лучше не переписываться, не вести никаких аккаунтов, если они находятся на оккупированной территории. Просто потому, что российские спецслужбы имеют прямой доступ, и у них есть это законодательно даже прописано, что они могут отследить по IP-адресу, где человек физически находится. То есть если вы даже под псевдонимом что-то пишете в каком-то патриотическом паблике, они потом могут просто прийти к вам домой и арестовать вас за экстремизм или там, подозрение в пропаганде терроризма, все что угодно. То есть поэтому в российских соцсетях переписка в мессенджерах, в том числе, не рекомендуется, я имею в виду Одноклассники, я имею в виду ВКонтакте. Если вы не боитесь, что к вам придут спецслужбы и не делаете ничего такого, что нарушает законы Российской Федерации в Крыму, то тогда этими сетями можно продолжать пользоваться. С другой стороны, спецслужбы следят же не только за тем, что вы пишете в своих мессенджерах, они также следят за вашими перемещениями. Например, если вы по Яндекс.Картам там прокладываете свои маршруты, да, то это тоже будет станет, может стать тем, что эту информацию могут получить спецслужбы. Потому что это все легко отследить, собственники все-таки подконтрольны путем давления основные соцсети и поисковики все-таки подчинились и дают необходимую информацию спецслужбам. И это не только перемещение, это также ваши интересы. Если вы, например, в Яндексе часто что-то ищете, и по поисковым запросам точно так же можно понять, какие у вас интересы, чем вы интересуетесь, что вы искали. Поэтому рекомендуется, конечно, пользоваться иностранными соцсетями, не российскими, если вы живете на оккупированной территории, просто потому что иностранные спецслужбы и различные там рекламные агентства, да, и социальные сети, которые собирают эту информацию в целях для того, чтобы продать вам рекламу, они менее безопасны в этой ситуации, чем российские спецслужбы. Ну, это такая основная рекомендация, да. Но есть еще много различных способов, как те же самые спецслужбы могут получить персональную информацию, даже не взламывая, например, ваших аккаунтов, паролей в американских соцсетях, в том же самом Фейсбуке. Да? То есть если вы даже не пользуетесь российскими соцсетями, но ведете активную деятельность, например, патриотическую, там, и с точки зрения Российской Федерации вы нарушаете законодательство, да, то есть вы говорите, что Крым оккупирован, например, да, живете в Крыму. Если это даже пишете вы под псевдонимом, например, в том же Фейсбуке, все равно вас могут вычислить. И каким образом это делается? Есть такие у нас примеры, когда под видом крымско-татарских активистов в социальной сети Facebook сотрудник ФСБ, используя фотографию какого-то другого человека, да, придумав себе крымско-татарское имя и фамилию, добавлялся в друзья к активистам проукраинским, крымско-татарским и узнавал ту информацию, которую они не хотели делиться в общих пабликах, а делились только в закрытых каких-то группах. И потом эти показания этого человека, который таким образом внедрился, втерся в доверие, они фигурировали в уголовных делах, политически мотивированных. Поэтому основная рекомендация, если вы все-таки
ведете такую деятельность в соцсетях, какую-то активистскую, да, которая не нравится России, то никогда не добавляйте в друзья тех людей, кого вы не знаете лично. Потому что сейчас очень можно легко создать какие-то фейковый аккаунт поддельный, да, и под видом этого патриота там, украинского втереться в доверие. Ко мне постоянно, например, просятся в друзья какие-то боты после очередной какой-то публикации разоблачительной, какие-то боты под видом каких-то американских генералов НАТО или каких-то там, ну, они хотят мне таким образом понравиться, то есть, или каких-то там проукраинских украинцев. Но я начинаю понимать, что это поддельные персонажи, что, скорее всего, что это какие-то вражеские агенты, только когда я проверяю, что это за страничка, например. Смотрите обязательно, и свежая ли эта страничка, потому что боты обычно заводят страницу, в которой только 2 поста, и какая-то фотография, ну такая, одна или там 2, то есть страница без истории, да. Потому что если, например, в Фейсбуке у человека аккаунт уже 10 лет, и там много его фотографий с теми людьми, которых вы лично знаете, они там, можете предположить, что это человек из какого-то круга вашего общения. Тогда его, конечно, можно добавить и там делиться какой-то информацией, которую вы не хотите публиковать для всех. Но опять же, самый лучший способ — это, конечно, добавлять в друзья, если вы опасаетесь за свою безопасность, только тех, кому вы лично доверяете. Ну вот такая основная рекомендация по соцсетям. А есть ли у вас информация о статистике дел, возбужденных или преследований, связанных именно с публикациями в соцсетях в оккупированном Крыму? Ну, статистику я вам сейчас точно не назову, но несколько уголовных дел было открыто как раз за то, что человек в соцсети опубликовал какое-то видео, которое не понравилось спецслужбам, да. Или вот недавно молодого парня задержали, который вел страничку ВКонтакте, патриотический сайт проукраинский. И он жил в Одессе, а потом он поехал в Крым. И когда он начал в Крыму продолжить свою деятельность, то его задержали спецслужбы, обвинили его в экстремизме. Сейчас он находится в СИЗО, насколько я знаю, в Крыму. Так что это небезопасно, такая деятельность, если вы... Мы всегда рекомендуем проукраинским активистам, которые живут на материке и едут в Крым на какое-то время. Ну, такое часто бывает, что люди едут, а у них там, например, много фотографий с Майдана, или они были в зоне АТО, журналисты, да. Мы рекомендуем страничку закрывать на время того, как вы в Крыму. То есть можно временно сделать так, чтобы эту страничку, например, в соцсети, если это не российская соцсеть, а какая-то другая, да, вы можете просто ее скрыть от внимания других людей, чтобы вообще никто не знал. И потому что иногда ФСБшники проверяют соцсеть. То есть если у них есть информация, что это какой-то там подозрительный с их точки зрения персонаж, они могут прямо на границе зайти в соцсети и посмотреть, какие у вас там фотографии. Если там фотографии с украинским флагом, если фотографии с членами Меджлиса, например, которые считаются экстремистами все, без исключения на территории оккупированной, да. То есть это, поэтому если вы уже решили заехать в Крым там к родственникам, но ведете в Украине патриотическую деятельность, то на время того, как вы заехали, вы, пожалуйста, свои соцсети все-таки скройте, чтобы их не было видно. Если у вас, если вы не хотите специально заехать так, чтобы нашуметь, например, да. То есть есть же такая позиция, когда человек может специально вести открыто нарушающую российское законодательство деятельность, чтобы показать свою позицию. И тогда это уже политические преследования, это совершенно другая позиция. Если вы просто обычный человек, который просто едет к родственникам и не хотите там активно проявлять свою позицию, да, то лучше соцсети все-таки спрятать на время, чтобы потом не пришлось правозащитникам вас доставать из российского СИЗО. Ну, как-то так. Как себя вести, как правильно отказать оккупационным силовикам, если они требуют войти в аккаунт и дать там почитать, что там написано? На самом деле это незаконно, это вмешательство в персональные данные. То есть они открыто обычно этого и никогда и не требуют, потому что это нарушает российское законодательство. Но если уж действительно у вас отобрали телефон, например, и хотят зайти в ваши соцсети, то, конечно, лучше, чтобы ваш телефон был запаролен, чтобы без введения пин-кода они не могли попасть. Потому что часто иногда люди бывают, что телефон просто нажимаешь кнопку «разблокировать», он разблокируется. Эксперты по кибербезопасности активистам рекомендуют делать по-другому. Они рекомендуют ставить дополнительный пароль. Чтобы даже разблокировать телефон без введения пароля было нельзя. Да, конечно, это поначалу неудобно, потому что приходится каждый раз, когда вы хотите разблокировать телефон, вводить пароль. Но если вы знаете, что ваш телефон могут отобрать спецслужбы, то лучше сделать так, потому что это действительно может вас обезопасить. Потому что впрямую заставлять вас вводить пароли, например, они не будут, потому что это нарушает даже их законодательство. А тайно захотеть забрать эту информацию они могут попробовать. То же самое с компьютерами. Лучше всегда вводить пароли
для того, чтобы даже попасть в Windows, нужно ввести пароль. Обязательно ставьте пароли, и желательно, чтобы они были сложными, и желательно, чтобы эти пароли были у вас в голове, нигде не записаны. Тогда вы просто можете сказать, что я забыл, я не помню этого пароля, и все. Ну, они не могут с вами ничего сделать. А обычно, если человек даже придумает сложный пароль, потом записать его в блокнотик и положить возле компьютера, это тоже неправильно. Это тоже нарушение безопасности, конечно. Благодарю вас за консультацию. Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, с нами была на связи. Сейчас мы поговорим еще об одном крымском феномене, скажем так. После огромного количества дел, связанных с преследованием крымских татар на полуострове и уголовных дел с обвинениями сфабрикованных дел по обвинениям в терроризме, оккупанты теперь ходят по семьям политузников крымско-татарских. Это у них так называется операция «Неофит». Они приходят к женам, родственникам, тем, кто недавно принял ислам, и проводят профилактические беседы, так они это называют. Но правозащитники расценивают это как очередную попытку запугать, очередное нарушение прав, и опасаются, что это может привести к новым сфабрикованным уголовным делам на полуострове. И об этом мы будем говорить сейчас с адвокатом Лилией Гимиджи, которая непосредственно знает эти истории. Она общалась с людьми, к которым приходили ФСБшники. Это несколько семей крымских татар, которые были ложно обвинены в терроризме, были задержаны российскими силовиками, и некоторые из них уже отбывают наказание в российских тюрьмах по сфабрикованным делам про терроризм. Но мне режиссеры подсказывают, что Лилии Гимиджи еще нет с нами на связи. Мы обязательно вернемся к этой теме. Если, кстати, у вас есть информация о таких визитах, потому что они происходят, как мы знаем, массово в оккупированном полуострове. Вот адвокаты знают о 5 случаях, но доходит информация о том, что это намного более массовое явление. Силовики приходят к тем, кто недавно принял ислам. Среди них есть и не только крымские татары, но и славяне, принявшие ислам. И вот если вы знаете такие факты, можете сообщать и адвокатам в Крыму, и можете сообщать нам. Вы можете для этого использовать наши Facebook-страницы. Можете это сделать, связавшись с нами по телефону, которые вы будете видеть сегодня на экране. Можете позвонить нам в прямой эфир для того, чтобы мы могли фиксировать и придавать огласке каждое такое появление силовиков в домах у крымчан. И вот сейчас мне подсказывают, что Лилия Гимиджи с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже начали рассказ про так называемую операцию «Неофит», которую проводит ФСБ в Крыму. Можете нам рассказать подробности? Когда началось, к кому приходят, о чем спрашивают? Ну, началось это, наверное, несколько дней назад. Первый, к кому пришли, это была Аня Богачева, супруга Вадима Серука из Ялтинской группы «Фигуранта». Приходили сотрудники полиции, показали ей некий документ, подписанный кем-то из руководства МВД. И в этом документе было сказано, что проводится операция «Неофит». А что за название такое «Неофит»? Почему именно такое слово они используют? Неофит подразумевает, что это человек, который недавно принял новые религиозные взгляды. Это, конечно, очень интересный вопрос, учитывая, что Аня Богачева уже лет 10, наверное, исповедует ислам и соблюдает каноны ислама.
Поэтому это скорее такое условное название, я так понимаю, для тех людей, которые по национальности не являются крымскими татарами, рождены в немусульманских семьях и, собственно, сейчас являются мусульманами. И к этим людям пришли, я так подразумеваю, проводят какой-то, возможно, ведут профилактический список, какое количество людей исповедуют ислам, стали придерживаться канонов ислама в силу изменения своих взглядов. Вопросы задавались всем трем супругам ялтинских ребят о том, на какие средства живут, с кем живут, как исповедуют ли ислам, какие мечети ходят, какие религиозные организации обращаются, как проводят досуг. Вот такого характера вопросы. Я так понимаю, что эта информация необходима для понимания общей картины и для, скорее всего, профилактики принятия ислама лицами, которые родились не в мусульманских семьях. И есть ли какая-то опасность для людей, к которым приходят силовики? Опасность заключается в том, что эти люди уже находятся под вниманием спецслужб, учитывая, что все три женщины, это супруги политзаключенных, они уже находятся под двойным вниманием спецслужб. Повышенный интерес будет к ним не только со стороны МВД, но я думаю, что и со стороны органов опеки, и со всех государственных структур. Конечно, это неприятно, когда ты являешься, скажем так, обычным гражданином, подвергаешься какому-то пристальному вниманию, о тебе собирают информацию. К чему это может привести в дальнейшем, сложно сказать, но варианты событий развивающихся могут быть абсолютно различными. А что вы посоветовали тем, кому приходят в ФСБ, как отвечать на вопросы, чтобы не подвергаться риску? Вы знаете, после серии публикаций о том, что проводится такая операция, о том, что люди, которые приняли ислам в силу своих убеждений, мне стало поступать некоторое количество звонков от людей, чьи супруги также приняли ислам и просили консультации, как им себя вести, как отвечать или не отвечать на вопросы, можно ли не отвечать. И, собственно, самое правильное решение — знать свои права и пользоваться этими правами. А право, самое основное право, это говорит о том, что ты можешь отказаться от всех опросов, от дачи объяснений сотрудникам полиции по тем вопросам, которые они ставят. При этом человек абсолютно не обязан мотивировать свой поступок, поскольку в отношении него не возбужденное уголовное дело, не ведется какая-то доследственная проверка, не бояться отказывать сотрудникам полиции, требовать представить документы необходимые и документы, которые, скажем так, способствовали того, что они проводят данные опросы. В первую очередь обратиться за консультацией юриста, адвоката, если ты находишься в условной группе риска, и ожидать со спокойствием и сознанием своих прав. Как вы оцениваете то, что происходит? Вот как вы оцениваете эту операцию «Неофит» с точки зрения права и безопасности? С точки зрения права это абсолютно недопустимая ситуация. Каждый человек, в том числе и в силу действующей в Крыму Конституция Российской Федерации, имеет право на свободу вероубеждения, и свобода вероубеждений не должна являться объектом преследования. Это такие же граждане, как и все остальные, и имеют право пользоваться теми же правами и исповедовать те взгляды, которые они считают правильными и приемлемыми для себя.
А можете еще уточнить, сколько таких примеров вы знаете? Но публичными стали 3 примера. В списке, которые видела супруга одного из политзаключенных, были и другие фамилии, скажем так, лиц славянской национальности. Поэтому сколько еще таких случаев осталось за кадром, мы не знаем. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Лилия Гимиджи, адвокат о операции оккупационных силовиков «Неофит». Такое вот красивое слово знают сотрудники Федеральной службы безопасности России. Мы переходим к еще одной острой теме для жителей оккупированного полуострова. Это ситуация с водой. И вот сегодня пришло сообщение о том, что воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось воды на 8 дней. Об этом сообщил руководитель оккупационного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения. Давайте послушаем, что он сказал. Запасов Аянского водохранилища осталось на 8 дней, но мы не переживаем, потому что на этой неделе очень важное для нас событие. Это будет врезка перемычки, которую делает Чечен-проект. Это позволит воду с западного направления гарантированно подать аж до Аянского водохранилища. Мы успеем перехватить со скважины воду. Ну вот воды нет, но переживать не стоит, говорит Владимир Баженов. А мы такой же вопрос зададим эксперту Майдана иностранных дел Юрию Смелянскому. Он с нами сейчас на связи. Добрый вечер, Юрий. Добрый. Ну вот это мина при плохой игре или есть еще ресурсы у оккупантов, чтобы обеспечивать жителей оккупированного полуострова водой хотя бы в необходимом объеме? Ну, вот еще несколько месяцев назад, да, когда действительно оккупанты уже не смогли скрывать всю глубину проблематики с обеспечением для бытовых нужд пресной водой населения оккупированной территории Крыма, речь шла о 2 районах, причем частично Бахчисарайский район, Симферополь, частично Симферопольский район. Вот сегодня уже принято решение о том, что через неделю весь южный берег Крыма, вернее Большая Ялта, получать будет пресную воду по графику 3 часа утром, 3 часа вечером. А вот у нас есть, кстати, цитата так называемого министра ЖКХ Дмитрия Черняева. Давайте послушаем, как он как раз говорил о ситуации в Ялте. Вот давайте послушаем. По Ялте мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. По плану мероприятий с 14 декабря планируем приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов. Ну вот такое, да, заявление. Регион Большой Алушты уже сидит на графиках. Ну и, если так говорить, территориально, то внедрение графиков подачи воды становится все шире, 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 шире. Ну, мы с вами какое-то время назад об этой ситуации говорили уже. Ну а на сегодня то, с чего вы начали, этот сюжет об обеспечении воды, там, Аянское водохранилище, все, в нем воды уже для Симферополя нет. А все непереживания, как бы в кавычках, да, о которых говорит оккупационная влада, это речь о том, что увеличится нагрузка на извлечение пресной воды из тех подземных озер, которые есть в селе Вилино, возле села Вилино, Бахчисарайского района. Это усиленное извлечение пресной воды Иванковский водозабор, это уже Нижнегорский район, и переброска его на Симферополь. Вот из Вилина они планируют перебрасывать на Аянское водохранилище, оттуда уже обеспечивать Симферополь. Ну, вот по вашим оценкам, насколько ситуация с водой там критична и насколько еще хватит запасов подземных вод?
Ну, наверное, это очень неблагодарное, неправильное дело говорить сегодня, сколько воды под землей. Мы не, да, для того, чтобы оценивать воду под землей, надо иметь наблюдения, очень стабильные замеры, которые проводить сегодня мы не имеем. Украина не имеет доступа на оккупированную территорию. Этих данных нет. Но то, что с каждой новой дыркой, которую просверлят на территории оккупированного Крыма, для того, чтобы еще больше увеличить добычу пресной воды из подземных горизонтов, это всего лишь уменьшение того времени, насколько смогут оккупанты эксплуатировать все подземные резервуары, которые есть, горизонты пресной воды. Они не пополняются сегодня. Они просто хищнически эксплуатируются. Именно поэтому с каждым днем все больше и больше поступает информация о том, что там водохранилище вода уже закончилась, там водохранилище вода закончилась. Ну, как-то уже в передаче я просто говорил про исчезнувшие родники. Именно поэтому сегодня Ялту переводят. Опять же, Ялта тоже питалась из водохранилищ Бахчисарайского района. И этих водохранилищ уже нет, поэтому Ялту переводят на график. Ну, время, опять же, какая будет зима, сколько будет снега, сколько будет дождей. Они не восполнят тот объем, который сегодня оккупанты выкачивают. Ну, по крайней мере, там, удлинить вот этот процесс издевательства над людьми, которые оказались... Люди уже очень остро чувствуют нехватку воды, и участилось количество так называемых несанкционированных бурений. С начала года там выявили уже 60 новых незаконных скважин. Об этом тоже говорят оккупационные чиновники. Вот давайте послушаем. В этом году геологическим надзором приостановлены 4 лицензии на добычу полезных ископаемых. Силами министерства выявлены 58 незаконных скважин. За эту деятельность люди, создавшие эти скважины, получили штрафы. Ну, а людям куда деваться? Им надо, да, огороды поливать, им надо себя обеспечивать. Возможно, это какие-то фермерские хозяйства. Они же не указывают, кто и что там, что произошло. Но помимо того, для успокоения настроений, которые, ну, в Крыму, да, никак в хорошую сторону развиваться не могут во всей этой ситуации, оккупанты еще дополнительно объявили о том, что начинают разрабатывать 4 площадки под строительство опреснителей. Вот в том числе в Ялте, в Судаке, в Феодосии и забыл, по-моему, или в Саках, или в Евпатории. Вот, честно говоря, забыл, где она 4-я. Но опять же, да, разрабатывать площадку — это не значит обеспечивать водой. Посмотрим, как это будет процесс проходить дальше. Ну, по крайней мере, деньги, которые запланировали распилить на этом, они распилят. А вот что закончится с точки зрения обеспечения водой, покажет только время. Ну вот по вашим оценкам, насколько возможно, какие возможности есть у оккупантов не допустить гуманитарной катастрофы в Крыму и действительно обеспечить хотя бы минимальные потребности? Роман, вы извините, я ни в коем случае не ставлю своей цели вас критиковать, но вопрос сам по себе не имеет никакого отношения к той действительности, которая в Крыму. То есть вот страдания людей от гуманитарной катастрофы, то есть вы очень правильно сформировали вопрос, только он не к оккупированному Крыму. Оккупационные власти России, качество жизни людей на оккупированном полуострове, тем паче людей, которые являются гражданами Украины, а значит, с точки зрения оккупантов, потенциально нелояльные к оккупанту населения, совершенно не волнует. И чем хуже им будет жить, тем больше оснований будут иметь оккупанты для продолжения более активного политики замещения населения в Крыму. То есть выдавливания граждан Украины с мест их постоянного проживания куда-то, да, там, на материковую Россию или в Украину. Это второй вопрос, куда они будут стремиться это сделать. Но они там не нужны. Эти люди, которые в голове все время работает анализатор, было до оккупации, стало после оккупации. Это люди действительно для оккупантов нелояльные, потому что анализ не в пользу оккупантов, не в пользу той ситуации,
которая в Крыму складывается каждый день с точки зрения качества жизни граждан. И проблема водоснабжения — это один из тех факторов, который просто усугубляет вот это негативное восприятие присутствия российских оккупационных войск и российской власти на территории Крымского полуострова. Но ведь многие действительно эксперты отмечают, что если бы вода не тратилась на военные объекты, то ситуация была бы более-менее стабильная. Ну вот на военные объекты как раз она будет тратиться стабильно, потому что военная база на территории оккупированного полуострова — это единственная российская цель, ради которой полуостров и действительно был оккупирован. А что из этой ситуации, какую выгоду из этой ситуации можем здесь получить мы на материке? Правильно формировать политику по отношению к Крымскому полуострову, показывать, что Украина в рамках тех возможностей, которые у нее на сегодняшний день есть, но поступательно, ежедневно, да, формирует условия будущей деоккупации, принимать решения и реализовывать их с точки зрения начала процесса реинтеграции полуострова, потому что ряд вопросов, которые надо действительно решать по реинтеграции заранее, до момента наступления факта деоккупации. Ну и в рамках возможного поддерживать граждан Украины, которые требуют поддержки в той ситуации, в которой оказалась часть Украины, оккупированная вооруженными силами Российской Федерации. А почему, вот, по крайней мере, в информационной такой повестке мы слышим больше оккупационные СМИ о том, что кризис, катастрофа с водой в Крыму, и не так активно мы это слышим здесь, на материке. Я имею в виду призывы к международному сообществу повлиять на оккупанта для того, чтобы людей обеспечить необходимой водой. Ну, в общем-то, по поводу оккупационных СМИ вы совершенно правы. Вот если посмотреть их ленты сегодня, допустим, да, вот сегодня утренние ленты оккупационных СМИ в Крыму. Практически через новость, а то и несколько подряд, это новости о проблематике водоснабжения в Крыму. Это действительно острый вопрос, и он обострился. Он обостряется каждый день в Крыму, и видно, да, очередной вот этот предел обострения наступил, ввод новых графиков, и оккупационная власть должна как-то показать вот, типа заботу. Но тут еще другой аспект. Создается информационная шумиха, и мировому сообществу предъявляется информация о том, что, посмотрите, Украина творит геноцид, перекрыла воду в Северо-Крымском канале, а мы тут засыхаем. Хотя известно, что причина-то совсем все наоборот. Вода закрыта из-за оккупации, и люди страдают из-за оккупации. И Украина могла бы, мне кажется, активизировать эту тему и на международных площадках. Для международного сообщества, в общем-то, вот заявление о геноциде Украины своих граждан в Крыму из-за неподачи Днепровской воды, ну, в общем-то, те, кто и так куплен Россией, да, они будут пытаться расширять, да, этот информационный поток. Все остальные прекрасно понимают. Есть нормы международного гуманитарного права, где четко прописано, кто за что отвечает в ситуации войны. И международное сообщество прекрасно понимает, раз Россия оккупировала Крым, ее задача — обеспечить жизнедеятельность полуострова и качество жизни граждан. Точками. Вопрос в другом, что международное сообщество высказывает в адрес Украины поддержку в том, что Крым никогда не будет признан территорией Российской Федерации, что Крым — это территория Украины. Принимаются соответствующие резолюции, да, там вводятся санкции, санкции продлеваются, расширяются и так далее. Украина в своей внутренней политике, в том числе и санкционной, отстает от своих западных партнеров. То есть инициировать еще больше какой-то вал поддержки Украине со стороны наших западных партнеров, да, хорошо, это правильно, это нужно делать.
Но это нужно делать после того, когда мы внутри себя будем делать то же самое. То есть в своей внутренней политике вести вот эту последовательную работу по созданию условий деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова. И наши западные партнеры прекрасно понимают, что у нас сегодня этого нет. И наши западные партнеры прекрасно понимают, что на протяжении уже почти без малого 7 лет оккупации Крыма власть в Украине проводила политику создания ложных реальностей по отношению к оккупированной территории Крыма. То есть мы говорили о будущем Крыма с точки зрения его деоккупации, с точки зрения его реинтеграции, лозунгами, а не конкретными действиями, конкретными решениями, которые имеют под собой конкретное финансирование. Даже те решения, которые принимались, например, на поддержку политических заключенных, которые в Крыму, с каждым днем их становится все больше и больше и больше. Сколько уже вокруг этой темы скандалов было. И деньги вроде выделяются, но что-то никак не довыделится. И вроде в бюджете они предусмотрены, а финансирование не получается. Ну и так далее и тому подобное. Вот исходя из этого всего, в первую очередь Украине надо формировать свою внутреннюю политику, я повторюсь. Благодарю вас за то, что присоединились к нашему разговору. Юрий Смелянский, эксперт Майдана закордонных справ, был с нами на связи. Сейчас мы продолжим крымскую тему, но это уже приятная тема, потому что мы будем говорить о проекте виртуальной реальности «Родной Крым». Дело в том, что активисты создали такую платформу, в которой известные крымчане, крымские татары смотрят видео из Крыма, снятых в виртуальной реальности. Вот сейчас даже вы видите эти кадры, как режиссер Ахтем Ситаблаев в виртуальных очках будет смотреть видео, снятое в Крыму, и комментировать, и вспоминать о Крыме. Уже есть ролик с Ахтемом Ситаблаевым и с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. И вот об этом проекте мы поговорим с одним из его авторов и создателей, журналистом Богданом Логвиненко. Он с нами на связи. Добрый вечер, Богдан. Доброго вечера. Расскажите нам, пожалуйста, как возникла идея и почему виртуальная реальность, как выбирали персонажей, участників, героїв? Як виникла ідея, ми насправді 4,5 роки досліджуємо Україну і думали про те, і ми розповідаємо такі локальні історії про локальні перемоги, скажімо так. І ми дуже довго думали, як ми можемо показати Крим і як ми можемо актуалізувати взагалі тему Криму, оскільки він нам важливий, він нам болить. І ми вирішили, що так як ми не зможемо поїхати в Крим в будь-якому випадку зараз під час окупації, ми не зможемо зняти там якісь історії, ми можемо показати, і ми показуємо доступність різних регіонів України. Про Крим ми можемо зняти історії лише про недоступність. І, як на мене, те, що тисячі людей просто не можуть потрапити до Криму, і ми і спробували показати через віртуальну реальність. Тобто ми обрали насправді, напевно, одних із найбільш відомих кримчан, які змушені були виїхати, і, власне, через них показали їхній рідний Крим і рідний для всіх нас. Ну, это Мустафа Джемилев, Ахтем Ситаблаев, а кто еще? Ще буде Олег Сенцов і Джамала. Это видео связаны с ними, их города, Так, поселки. Расскажите поподробнее, как вы это видео снимали? Это какая-то специальная съемка, вы ездили в Крым, как это все происходило? Ми передавали камеру в Крим, і нам допомагали знімати кримчани. Власне, яким чином
ну, ми в першу чергу запитували самих героїв, які місця для них є найбільш близькими, які б вони хотіли побачити. І кожен із них нам розповів про свої 3-4 місця, які ми після цього знімали і у VR, і не лише у VR, бо по завершенню цих 4 VR-відео вийде теж таке одне загальне об'єднуюче відео, де власне ми трошки більше покажемо кожного із героїв. Есть ли какое-то вот для вас было открытие, вот, может быть, какой-то рассказ, какие-то воспоминания вас тронули? Ваши впечатления о проекте расскажите. Мені надзвичайно складно, насправді, от ви сказали, зараз ми будемо говорити про щось хороше. Мені насправді надзвичайно складно дивитися, як люди, які не можуть потрапити до Криму і для яких Крим став недоступний, яким чином вони переживають ці емоції, бачачи свої власне рідні місця. І хтось більш емоційно, хтось менш емоційно, але все одно відчутно, наскільки не вистачає Криму. І як тільки ми запустили, ми також попросили всіх, хто може поділитися своїми якимись архівними фотографіями, чи, можливо, хтось зараз із фотографів, які є в Криму, могли би нам прислати фотографії. Ми зробили таку аплікаційну форму для того, щоб можна було поділитися фотографіями Криму. І в мене після цього буквально вся стрічка в Фейсбуці стала в фотографіях Криму. У мене багато різних фотографів в друзях. Вони залізли в свої архіви, почали шукати фотографії з того періоду, коли вони були в Криму, коли була можливість туди поїхати. І, власне, ну, це спричинило таку хвилю спогадів насправді про Крим і насправді трошки повернуло нас до того контексту, що ну, нам треба боротися и треба відвоевывать наш Крым. Ну, когда я говорю о чем-то хорошем, то есть даже в каждой плохой ситуации всегда надо искать что-то хорошее. Да, звісно. Будет продолжение? Так, я думаю, що буде продовження. Ми зараз думаємо, як, бо ці історії вже зняті, вони вже просто виходять. У нас ще вони виходять кожної неділі о 14-й в нас на YouTube-каналі на сайті. На Ukrainer.net. Ми думаємо, можливо, зробити якусь книгу. Ну, це буде залежати від того, які ми матеріали зможемо зараз зібрати. Благодарю вас. Богдан Логвиненко, писатель, журналист, телеведущий и один из авторов проекта виртуальной реальности «Родной Крым». А мы продолжаем тему, продолжаем наш эфир и говорим о ситуации в оккупированном Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда власти смогут перейти к так называемому плану «Б» по мирному урегулированию ситуации, но он знает, от чего это зависит. Об этом он заявил в интервью РБК Украина. Давайте послушаем. Зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату. І ще буде одне чергове засідання ТКГ в цьому році. Формати, в яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають. Але чи вдасться, згодом побачимо. А с нами на связи Александр Коваленко, военно-политический обозреватель. Добрый вечер. Добрый вечер. Форматы, план «Б». Прокомментируйте, пожалуйста, вот что происходит сейчас с переговорным процессом? Очень много разных месседжей. То 5 шагов туда, 5 шагов сюда. Наш план по реинтеграции, план оккупантов по особому статусу, заявление из самой трехсторонней контактной группы. Что на самом деле сейчас происходит в Минске и как обстоят дела с переговорным процессом? Да, собственно, та ситуация, которая сейчас происходит в Минске, на мой взгляд, она мало чем отличается от той же самой, которая происходила и год назад, 2 года и 3 года назад. Меняются просто нарративы как таковые в информационной повестке дня.
А сам процесс, он, следует это признать, целиком и полностью, в первую очередь, зависит от воли страны-оккупанта, от Российской Федерации, которая является неотъемлемой частью данного конфликта и всячески пытается от своей роли, скажем так, откреститься, мол, она не является стороной конфликта вовсе, а просто принимает на добровольных началах участие в переговорном процессе, но именно непосредственно от влияния Москвы на своих марионеток в непризнанных так называемых ЛНР и ДНР зависит дальнейшее продвижение каких-то действительно качественных переговоров относительно не только того, чтобы мир был целиком и полностью воцарился на оккупированных территориях Донбасса, но и каких-то политических решений, в том числе политических решений, которые приведут к определенным законодательным актам, принимаемым в Украине, и, соответственно, к шагам, которые и вернут Донбасс в состав Украины в том виде, в котором, согласно договоренностям, он должен находиться. То есть с выводом войск оккупационных подразделений, возвращением границы под контроль Киева и так далее. В принципе, все, что было озвучено до этого, но все, что нарушается регулярно российской стороной. А мы сейчас к нашему разговору подключаем народного депутата из фракции «Слуга народа» Андрея Костина. Добрый вечер. Добрый вечер. В парламенте уже появился закон о продлении особого статуса ОРДЛО. Он чем-то отличается от действовавшего ранее? Какие в нем есть изменения? Нет, это законопроект, который продлевает действие закона до 31 декабря 2021 года. То есть это, в принципе, такой же законопроект, который Верховная Рада проголосовала в декабре прошлого года. Есть номер уже законопроекта 4467. Собственно говоря, никаких новых положений не содержит этот законопроект. Он будет проголосован, скажем так, автоматически, или все же будет дискуссия в связи с тем, что есть предложения, связанные с нашими 5 шагами, с требованиями какими-то, которые выдвигает Россия через представителей так называемых ДНР, ЛНР? Я думаю, что будет проголосован без каких-либо изменений, а дискуссия, безусловно, будет, потому что вопрос является чувствительным, вопрос затрагивает всех граждан Украины, и, безусловно, есть разные подходы к урегулированию ситуации на Донбассе. Но я думаю, что в данной ситуации закон будет проголосован именно в той редакции, в которой он внесен. То есть будет продлено действие закона до 31 декабря 2021 года. То есть говорить о каком-то новом особом статусе, о тех требованиях, которые выдвигают террористы, о том, что нужно больше особый статус, право самим выбирать, участвовать, проводить местные выборы, участвовать в выборах на материке, об этом речи быть не может. Переговоры в России идут очень сложно, и Россия всячески старается избежать своей ответственности за урегулирование ситуации на Донбассе. Соответственно, в данной ситуации никаких новых положений в этот закон вводиться не будет. Мы считаем, что необходимо даже в этой сложной ситуации продолжать переговорный процесс, каким бы сложным он ни был. Благодарю вас. Андрей Костин, народный депутат фракции «Слуги народа», был с нами на связи и прокомментировал перспективы продления закона об особом статусе ОРДЛО. А как вы считаете, Александр, нам такой статус нужен? Нужно продлевать этот закон? Непосредственно продление закона в том виде, в котором он был, да, на сегодняшний день это как дальнейшая возможность демонстрации готовности Киева вести вполне на дипломатическом уровне диалог с нашими непосредственными антагонистами и демонстрировать нашим западным партнерам готовность к диалогу. А с другой стороны, те условия, которые предлагают пророссийские силы на оккупированных территориях,
не обоснованные абсолютно ничем, потому что, ну, к примеру, тут буквально даже на днях звучали призывы к некоему референдуму, да, российские СМИ, причем не СМИ серого сегмента категории С или Б, а федерального уровня, те же самые РИА Новости, выдавали новостные ленты, выдавали заголовки о том, что на Донбассе назревает какой-то план Б по принципу референдума, основываясь на неком таком, ну, я бы это иначе как флешмобом в составе Совбеза ООН не назвал бы, ну, фиктивном выступлении вот этих псевдолидеров, псевдореспублик, организованном, опять же, представителями Российской Федерации в Совбезе ООН и не имеющим абсолютно никакой легальной силы, но благодаря вот этому элементу потребовали некий референдум. На основании чего? На основании каких достижений? На основании каких, скажем так, соответствий требованиям пунктов, опять же, которые оговаривались год назад при встрече в нормандском формате и так далее. Российская Федерация и ее марионетки не выполняют ровным счетом абсолютно никаких возложенных на них согласно договоренностям обязательств. Так, собственно, на какие уступки может идти, к примеру, украинская сторона или те же самые наши западные партнеры уже в вопросах непосредственно смягчения санкций в отношении Российской Федерации как страны конфликта? Ну, все равно не очень понятно. Это все больше напоминает какую-то мышиную возню, которая ни к чему не приведет. Может быть, нужно уже принимать какие-то радикальные меры, не знаю, выходить из Минского этого процесса. Увы, к сожалению, насколько бы ни оказался Минский процесс и переговоры в нормандском формате и так далее бессмысленным, на самом деле это не так. На самом деле это даже и не мышиная возня. Не забываем, что на сегодняшний день наиболее действенным рычагом воздействия на Кремль являются санкции. Опять же, что кажется на первый взгляд тоже недостаточно эффективным, потому что, ну вот, казалось бы, санкции были с 2014 года вводятся, Российская Федерация как была, так и есть. Но при этом экономика Российской Федерации страдает. Страдает финансовая система, падает уровень жизни населения и так далее, так далее. Огромное количество негативных факторов, которые на себе испытывает Российская Федерация с 2014 года. Скажу даже больше. По состоянию на 2013 год ВВП России составлял 2,3 триллиона долларов. По состоянию на сейчас, это с большой натяжкой, с учетом, опять же, манипуляции Росстата с цифрами, это 1,6-1,7 триллиона долларов. То есть это колоссальное падение возможности зарабатывать на международном рынке, опять же, энергоносители и так далее. Прессинг оказывается западными странами достаточно серьезный. И сама по себе машина кремлевского режима на сегодняшний день уже начинает давать сбой и, ну, скажем так, буксует. Для нас очень важным добиться возвращения оккупированных территорий Донбасса, и в том числе, кстати, и полуострова Крым, не путем военной операции и серьезных жертв и разрушений, которые так или иначе, но являются следствием любой войсковой операции, даже по освобождению, и насколько бы она ни была хорошо продумана. Для нас важно добиться этого возвращения в первую очередь мирным путем. А возможно это, опять же, благодаря тому, что Российская Федерация будет фактически истощена. И никто не говорил, что это будет какой-то очень быстрый процесс. Наоборот, увы, но история не знает таких случаев, чтобы оккупация заканчивалась оккупацией некой державой, которая мнит себя сверхдержавой, для территории, которая оказывалась оккупированной, заканчивалась очень быстро. Нет, к сожалению, это достаточно долгий и монотонный процесс. И именно те дипломатические меры, рычаги и воздействия, которые мы можем сейчас видеть, они являются неотъемлемой частью вот этого процесса. Ну, не кажется ли вам, что история с Азербайджаном показала, что 30-летние переговоры в Минской группе по Нагорному Карабаху ни к чему не привели, а ситуацию изменила лишь военная операция?
Это очень правильный пример, но скажу даже больше. После спецоперации в Нагорном Карабахе очень много стало появляться, опять же, комментариев относительно войсковой операции по освобождению Донбасса. И напомню, что в том же самом 2014 году и 2015 приводилась уже не карабахская, как сейчас, спецоперация, а хорватский сценарий. То есть по мере того, как появляются, скажем так, некие новые эксперты, либо новые теории, тактики, стратегии ведения боевых действий, опять же, по всему земному шару, их как-то пытаются проецировать и на ситуацию в Украине с нашими оккупированными территориями. Но не забываем, что у Украины своя специфика, такая же самая специфика, как была у Хорватии, такая же самая специфика, как была у Азербайджана. Да, это достаточно успешные военные операции. Но как долго эти страны шли для того, чтобы деоккупировать свои территории? И что сыграло в первую очередь для них как плюс, что дало такой высокий КПД? В первую очередь, в случае с Азербайджаном, это то, что Нагорный Карабах имеет общую границу с Арменией, но Армения не имеет общей сухопутной границы с Российской Федерацией. И Российская Федерация не могла в режиме 24/7 через контролируемую Россией и Арменией, либо в случае с оккупированными территориями Донбасса обеспечивать поставку своих вооружений, техники, в конце концов, живой силы. Для нас проблематика именно в этом и заключается. У нас колоссальная неконтролируемая граница с Российской Федерацией, страной, у которой военно-технический потенциал на порядок выше, чем у вооруженных сил Украины. И мы должны обладать настолько превосходящими возможностями по нашим вооруженным силам, чтобы не было даже желания у Москвы ввязываться в подобного рода противостояние. Но, как мы понимаем, для России, державы, ядерной державой второй по своему военно-техническому потенциалу в мире, которая находится примерно на одном балансе с Китайской Народной Республикой, Народно-освободительной армией Китая. Но, скажем так, Украине будет очень сложно тягаться, по крайней мере, до того момента, пока Россия уже экономически и политически будет не заинтересована в том, чтобы как-либо помогать своим вот этим метастазам русского мира за пределами своих границ военной помощью, финансовой помощью, политической помощью, либо, опять же, живой силой. Надежды на нормандский формат стоит ли возлагать? Нормандский формат, на самом деле, да, надежду стоит возлагать в первую очередь с тех позиций, что Украина в ходе подобного рода встреч демонстрирует свою правоту. Прежде всего, это правота, неизменность позиций, соблюдение позиций и, конечно же, на международной арене превосходство. Превосходство как по законодательным вопросам, по законности своих действий и требований, так и демонстрации того, что Российская Федерация год от года не реализует тех обязательств, которые на нее возлагаются. Следовательно, это уменьшение доверия и рост, опять же, давления. Возможно, опять же, это можно поднять вопрос и о санкциях, усиление санкций. Конечно, если говорить о странах Европейского Союза, то тут есть такая небольшая специфика. Европейский Союз чаще продлевает санкции против Российской Федерации, чем вводит новые. В основном это прерогатива уже Соединенных Штатов Америки вводить и отягчать санкционное бремя для Российской Федерации, нежели для ЕС, но тем не менее, это опять же повод для того, чтобы санкционное бремя отнюдь не уменьшалось и не становилось легче для России. Ну, вы уже вспомнили пример Хорватии, мы говорили об Азербайджане. Есть еще одна страна, где есть похожий конфликт, Молдова и Приднестровье. И вот после того, как там победила на выборах Майя Санду, она уже сделала заявление о о необходимости вывода российских войск, этих миротворцев так называемых, из Приднестровья. И в ответ получила реакцию парламента. Ее лишили полномочий управления службы информационной безопасности. Это привело уже к акциям протеста в стране.
уже идут требования отставки правительства и досрочных выборов парламента Молдовы. И к нашему разговору подключается Артем Филипенко, эксперт Института стратегических исследований. Давайте попробуем проанализировать эту ситуацию. Что сейчас происходит в Молдове и стоит ли ожидать изменения ее вектора с пророссийского на европейский? Артем, вам слово. Добрый день. Ну, прежде всего, то, что происходит в Молдове сейчас, это, ну, скажем так, некий закономерный итог. Это было вполне предсказуемо. И, скажем так, это связано с реакцией проигравшей стороны господина Додона и партии социалистов на избрание Майи Санду. Мне понятно, что никто не ожидал, что они, скажем так, легко сдадутся, потому что речь идет не только об их позиции, но в первую очередь о их бизнес-схемах, о покровительстве Москвы и многом другом, чего они сегодня могут решиться. Поэтому за последние несколько дней были предприняты целый ряд шагов, которые фактически закладывают мины замедленного действия под правлением Майи Санду. Безусловно, Молдова является парламентской республикой, не будем забывать об этом. Власть здесь принадлежит правительству, основная и внешняя, политическая и внутриполитическая. Это прерогатива правительства, а не президента. И тем не менее у президента также есть определенные полномочия для реализации своих каких-то программных пунктов. Что было принято? 3 декабря был принят, во-первых, действительно выведено из подчинения, вернее, из подчинения. По законодательству действующему президент имел право предлагать кандидатуру руководителя СИБ и, соответственно, ставить вопрос об его увольнении. СИБ – это служба информации и безопасности, ключевая спецслужба страны. Дело в том, что в 2016 году, когда при власти находилась Демократическая партия, было принято решение о том, чтобы вывести ее из подчинения президента, такого частичного контроля, и полностью переподчинить парламент. Тогда был такой своеобразный подарок Игорю Додону. В прошлом году, когда была создана коалиция социалистов и проевропейского блока АКУМ, обратно вернули эти полномочия президенту, а сейчас Игорь Додон и социалисты решили пересмотреть опять в очередной раз и получить контроль над службой информации и безопасности. Это первый момент. Далее был принят закон в первом чтении по возврату к вещаниям российских новостных и аналитических передач. Это опять же был закон принят в свое время с подачи Демократической партии. И тогда был конфликт между Игорем Додоном и парламентом. Далее был принят закон, один из так называемых гагаузских законов. Это есть такой пакет, разработан 3 гагаузских закона, принят пока что только один. Он касается того, что теперь статус гагаузской автономии не может быть пересмотрен без решения самого Народного собрания Гагаузии. Ну и, наконец, подан законопроект, касающийся статуса русского языка как языка межнационального общения. Таким образом, предпринимается попытка вбить клин между, собственно, молдаванами и русскоязычным населением, которое достаточно многочисленно в Республике Молдова. Учитывая тот факт, что Майя Санду, инаугурация его состоится только 24 декабря, можно ожидать, что эти законы будут подписаны Игорем Додоном как действующим главой государства. Правда, опять же, я могу сказать, что из позитивного есть то, что Конституционный суд остановил действие закона о переподчинении СИБа парламенту. И это дает надежду, что эта часть кризиса как минимум будет решена, но это не решает ключевой проблемы, а именно того, что сегодня у Майи Санду нету в парламенте своего большинства, зато есть большинство из партии социалистов и платформы Пентру Молдова, в которую входит партия ШОР и несколько независимых депутатов. Это критическое меньшинство, 51 человек, 51 депутат из 101. И, в принципе, даже если кто-то, 1 или 2 человека уходят по каким-то причинам из этого большинства, оно рушится, и вполне в реальной стране правительственный и парламентский кризис. Александр, как вы считаете, удастся ли Майе Санду добиться своего требования вывести российских миротворцев из Приднестровья?
Я более чем уверен, что Майи Санду следует в дальнейшем действовать более дипломатичными методами, да, без анонсирования своих стратегических каких-то целей на свой президентский срок, поскольку, ну, опять же, эта ситуация достаточно неприятная, которая сейчас происходит в Молдове, несмотря на достаточно серьезную победу Майи Санду на президентских выборах. И фактически серьезный такой карт-бланш, достаточно неожиданный карт-бланш электоральный, который она получила в таком сложном регионе, еще не дает каких-либо гарантий того, что ее планы на, опять же, решение приднестровской проблематики, они завершатся успешно. Не забываем, что Приднестровье, несмотря на то, что является большой проблемой, большой головной болью не только для Молдовы, не только для граничащих с Молдовой стран, в том числе и Украины, но в том числе и для Российской Федерации, которая также затрачивает значительные ресурсы на содержание этого региона, находящегося под патронатом Москвы. Тем не менее, это не лишает каких-либо амбиций России непосредственно в Приднестровье, и сохранять контроль не только над этим непризнанным участком Молдовы, но и в том числе и над политическими силами в самой республике. Опять же, не зря вспомнили Игоря Додона, который, как известно, находится в прямом подчинении такого человека, как Дмитрий Козак. Это, опять же, через аппарат Владимира Чернова и непосредственного куратора Игоря Маслова, являющегося ветераном службы внешней военной разведки Российской Федерации. Этот контроль будет продолжать сохраняться, и любые вот такие вот действия, которые со стороны Майи Санду будут достаточно непрогнозируемыми либо заранее анонсированными, они будут вызывать соответствующую реакцию вот этом серьезном пророссийском лобби, сохраняющемся в Молдове. Благодарю вас. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, был с нами на связи. А мы продолжаем разговор с Артемом Филипенко. И вам вопрос, о котором вы уже начали говорить. Удастся ли развалить такую коалицию, созданную против новоизбранного президента? Будут ли перевыборы в стране? На самом деле вопрос выборов, досрочных выборов, это фактически сегодня вопрос политического будущего Майи Санду. Это она прекрасно понимает и ставит вопрос о необходимости досрочных выборов. Проблема в том, что сейчас, скажем так, есть определенные ограничения, которые налагаются Конституцией, там четко регламентирован порядок распуска. То есть там президент имеет право после консультации с парламентскими фракциями, надо подчеркивать, что не просто он обязан, да, он имеет право, он может его не реализовать. Там два случая. Это первое, неутверждение в течение определенного срока правительства, получение вотума доверия. И второе, это в течение месяца, это не отсутствие работы в течение длительного времени, блокирование работы парламента. Пока что этих условий нет. Более того, внутри самого парламента есть группа депутатов, которые не заинтересованы сегодня в смене. Я хотел бы отметить также то, что необходимость перезапуска парламента признается и самим господином Додоном, но он предлагает провести досрочные выборы осенью. И здесь вполне очевиден расчет, то, что он рассчитывает на то, что в конечном итоге будет разочарование Майи Санду. Пока что она действительно имеет достаточно высокий рейтинг доверия со стороны граждан. Есть настрой, есть определенная даже какой-то степени эйфория. Тем не менее, есть всегда ловушка завышенных ожиданий. Чем выше ожидания, тем, соответственно, горче разочарование. Именно на это делает сегодня ставку Игорь Додон. Поэтому чем быстрее Майи Санду удастся добиться этого, какими путями? Ну, как вариант, возможность договоренности с другими политическими партиями, пусть даже с теми, кто являлся длительное время ее оппонентом, я имею в виду не социалистов, а демократическую партию или других людей, которые олицетворяют правление, предыдущий режим. Только таким образом, в принципе, есть шанс. Ну и, безусловно, не исключено, что будет и уличное давление, потому что
В Молдове уже были случаи, когда массовые акции протеста приводили к определенным результатам. Благодарю вас. Артем Филипенко, эксперт Института стратегических исследований, был с нами на связи. А мы переходим к обсуждению событий в еще одной соседней стране, где по-прежнему продолжаются акции протеста против президента Лукашенко, срок полномочия которого уже истекли, но он объявил себя избранным и не отказался от власти, несмотря на многочисленные массовые протесты, которые продолжаются каждые выходные. Люди выходят на улицы и проводят акции у себя во дворах. И такая же акция протеста проходила и в прошлое воскресенье. Были задержаны более 300 человек. И, как я уже говорил, эти акции происходят с перерывом на будние дни, а когда люди свободны, им не нужно ходить на работу, они выходят и протестуют. И вот с нами на связи Алена Васильева, прошу прощения, меня поправляют, у нас гость Антон Пашинский, адвокат из Беларуси. Добрый вечер, Антон. Да, добрый. Расскажите подробности вчерашней акции. Как она прошла, как она отличалась от предыдущих? Ну, вчерашняя акция отличалась от предыдущей тем, что в одну колонну люди не собирались. Как правило, люди собирались по дворам, в маленькие колонны, совершали шествия, иногда колонны объединялись. Это не позволило силовикам противостоять митингующим, потому что проще большую колонну разбить на части и разогнать людей, чем гоняться за маленькими колоннами. Тем более, когда появлялись силовики, люди начинали разбегаться. Много комичных видео было, когда силовики догоняли протестующих, падали, сами себе причиняли телесные повреждения. Был даже случай, когда одного силовика митингующие, скажем так, поджопниками прогнали от митингующих, от событий этих. Вот. Но по итогу воскресных акций протеста задержано около 350 человек. Сегодня начали суды над ними, и основные наказания, которые дают, это арест в виде суток от 12 до 15 суток. Как действуют силовики? Они по-прежнему также агрессивны и также применяют силу? Ну, в основном силу сейчас применяют сотрудники ОМОНа либо в УБОПИКа, а военнослужащие либо просто рядовые сотрудники милиции силу не применяют, но стараются не применять. Как правило, если насилие применяется, то только при задержании, для того, чтобы либо ловить, остановить человека, бьют по ногам. У нас, к сожалению, пропала связь, но с нами на связи Елена Васильева, которую я анонсировал чуть преждевременно, но она уже с нами на связи, основатель украинского благотворительного фонда «Белорусский Майдан». Елена, добрый вечер. Вы нас слышите? Да, отлично слышу. Добрый вечер. Хотелось бы узнать вашу позицию по поводу протестов, которые происходят в Беларуси. Ну, такая, конечно, хорошая тактика рассеиваться по кварталам, протестовать. Но не кажется ли вам, что это уже акция ради акции, то есть борьба ради борьбы? То есть, что так можно очень долго ходить и не добиться желаемого результата. Роман, не просто мне так не кажется, я в этом была уверена с самого начала. Еще где-то в августе месяце у меня появлялись публикации, где я призывала и говорила о необходимости постоянного лагеря, решительных действий и так далее. Я не верю на сегодняшний день в победу протеста. Да, это хождение ради хождения. Более того, не верю, что сегодняшние лидеры имеют такую цель — победа. Ну вот есть заявление Тихановской о том, что она готова взять власть в руки на 45 дней. Давайте послушаем.
І коли домовленості будуть досягнуті і випущені політв'язні, почнеться цей перехідний період, який призведе до нових виборів. Але знову ж таки все залежить і від переговорів, і від того, хто буде за цим столом переговорів, і де в цей час буде колишній президент. Ну вот такие заявления о том, что она уже готова взять власть на 45 дней, чтобы... Насколько реалистичны ее заявления? Ну, считаю, что совершенно нереалистичны. Почему? Лукашенко власть не готов отдать. И с какой стати он, собственно, должен ее отдавать? Пока выходило 300-400 тысяч на улицу, и ничего не было сделано, власть не была взята. На сегодняшний день режим укрепился, страна стала концлагерем еще в большей степени, чем была, сильнее интеграция с Россией. Более того, я думаю, что Тихановская, ну, если это не понимает, то играет на руку Кремлю. А вот интересно, Всё, что происходит... действительно, Да. неужели они не оценивают эту ситуацию и не понимают, что такими протестами не добьешься результата? Или понимают, но тогда в чем тогда причина? Роман, думаю, что понимают. Я с самого начала была уверена, и, кстати, не я одна, а вся национально ориентированная оппозиция Беларуси, которая, кстати, не ходила и не принимала участие в данных выборах, что проект Бабарика, Тихановская и так далее — это кремлевский проект. Задача была совершенно другая. Задача была подвести Беларусь к интеграции с Россией, с Кремлем. Собственно, эта задача выполнена. А то, что население наше оказалось политически пока незрелым, да, и нация только рождается, это правда. И основная масса даже недооценивает, не понимает, для них еще Россия не враг. То есть, ну, здесь масса нюансов, которые сыграли на руку Тихановской, плюс деньги были влиты немалые в этот проект. Поэтому я не верю в положительный исход того, что происходит сейчас. Лукашенко власть не отдаст, власть укрепилась, машина заработала еще сильнее, карательная. Я думаю, что это процесс ради процесса. А, кстати, сейчас к Новому году он вполне вероятно сольется совсем. Но вы же сами говорите, что есть оппозиция, которая готова действовать более жестко и решительно. Почему она не действует? Смотрите, где-то перед выборами, когда начались все эти процессы, вообще надо посмотреть на историю, как все происходило. В декабре прошлого года Лукашенко отказался от подписания конечных документов по интеграции с Россией. И тогда уже было понятно, что будет России разыграна некая карта для того, чтобы привести его, ну, условно говоря, к тому, что хотелось бы Кремлю. Разыгранные фигуры Тихановская, Бабарика, Цыпкало и так далее, во-первых, им было позволено вести предвыборную кампанию, а национальные лидеры все сидят там. То есть они были посажены еще до того, как можно было зарегистрироваться на выборах. То есть это, допустим, Паша Северинец, Статкевич и так далее. Некоторые находятся в подполье, некоторые просто исчезли и так далее. То есть национальные лидеры фактически не были допущены. Плюс я думаю, что население наше не было готово к решительным мерам. Одно дело ходить, а другое дело нести какие-то риски. В общем, процесс будет длительный. Его, я думаю, не остановить, но это не вопрос сегодняшнего дня. А какая, по вашему времени, перспектива? Сколько нужно лет, чтобы Беларусь созрела? Или пока Лукашенко физически не сможет исполнять обязанности? Нет, я думаю, что быстрее. Процесс все-таки запущен. Кстати, задача нашего фонда здесь помочь популяризации идеи национальной идентичности, европейской ориентированности, помочь раскрутке в хорошем смысле, да, белорусских национальных лидеров и так далее. Но я думаю, 2-3 года. Обратно процесс не заткнуть. Скажем, обратно фарш не перекрутить. Тем не менее, там молодое поколение так или иначе уже просыпается, начинает о чем-то думать, читать, там, я не знаю, понимать, что такое Россия. У нас же, наверное, 50-60% просто даже не были настроены на... Вот вы видите флаги европейские? Я их не вижу в сегодняшней демонстрации. Их нет. Более того, когда Тихановская начиналось все под флагами, были и белорусские государственные флаги, и российские флаги появлялись. Символом были белые ленточки, а вовсе не бело-червоно-белый стяг. Потом уже была некая подстройка под национальных лидеров, которые все-таки вывели людей под бело-червоно-белыми стягами. Поэтому в данный момент идет ну, вот некий такой процесс
вялотекущий, который, на мой взгляд, ни к чему не приведет и, естественно, будет задушен. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Елена Васильева, основатель украинского благотворительного фонда «Белорусский Майдан». А сейчас с нами на связи Игорь Айзенберг, профессор, заведующий кафедрой университета Манхэттен-колледж в Нью-Йорке. И будем говорить о ситуации в Соединенных Штатах Америки, где вроде бы все понятно, что выборы выиграл Джо Байден, но история продолжается. Вот об этом будем с ними говорить. Добрый вечер, Игорь. Доброго вечера. Трамп недавно провел митинг, в котором должен был агитировать за республиканцев на выборах в Конгресс, если я не ошибаюсь. Но опять он говорил о себе, о том, что украли победу. Вот это такая фантомная боль, на которую уже не стоит обращать внимание, или все-таки еще стоит? Це дивлячись, з якої точки зору це аналізувати. Значить, якщо з точки зору можливості того, що Трамп щось відіграє на цих виборах, що він зможе якимось чином зробити переворот, я думаю, що з цієї точки зору на це варто звертати увагу лише аналітикам, тому що це дійсно його такі спроби дізнатися, до якої межі можна дійти у таких от намаганнях здійснити, будемо відверто казати, державний переворот, тому що зберегти владу всупереч результатам виборів – це переворот. Але з другого боку, справа в тому, що Трамп залишається не просто найбільш популярним політиком в республіканській партії, його популярність абсолютно незаперечна, і жоден республіканський політик такої популярності ніколи не мав. Його, згідно останнього опитування Геллапа, результати якого опубліковані тиждень тому, його підтримують 95% пересічних республіканців. Тому те, що він говорить, це має свою вагу, передусім в республіканській партії, має звичайно, буде мати вплив на республіканську партію в подальшому. В тому, що йому не вдасться перевернути результати виборів, це інша справа, але він буде продовжувати це говорити. Я більш ніж впевнений, що він і після 20 січня буде продовжувати говорити те ж саме. Значит ли это, что политика, как ее уже окрестили, трампизма, вот такая популистская политика, она популярна у американцев, у республиканцев, точнее, раз они считают его популярным политиком? Абсолютно так. Ця популістська, правопопулістська позиція Трампа, ця правопопулістська риторика, вона є дуже популярна серед прихильників республіканської партії. Вона абсолютно переважаюча серед усіх республіканців. І за Трампа проголосували більше як 74 мільйони людей. Це багато. За Байдена проголосували на 7 більше, як на 7 мільйонів більше, але 74 мільйони – це дуже багато. За Трампа голосувала вся провінція практично, за Байдена голосували міста з населенням більше 50 тисяч людей. От так країна розділена, дуже сильно розділена. Может быть, наивный прозвучит вопрос, но есть примеры, когда революция, улица, люди все-таки добивались своего результата. Это мы знаем по нашей истории. Мы видим такие попытки в Беларуси, возможно, похожая ситуация сейчас в Молдове. Возможно ли какие-то массовые митинги, массовые протесты, которые приведут Байдена, вернут Трампа в президентське кресло? Ні, це в Америці в даному випадку це неможливо, але справа в тому, що ті революції, які відбувалися в Україні, скажімо, дві революції, помаранчева і революція гідності, вони ж були не за те, щоб
перевернути результати виборів не за те, щоб порушити Ну, Трамп же тоже говорит, саме навпаки. Трамп же тоже говорит, что массовые вбросы, массовые фальсификации были. Ну, він може говорити все, що завгодно. Справа в тому, що жодного доказу він не навів. Він програв більше 30 судових справ, які його адвокати подавали в суди. Він програє ці суди один за одним. Лише в п'ятницю він програв чергові 5 судів. Жоден суд просто не сприймає того, що він подає, тому що американське цивільне право вимагає, що якщо ви подаєте цивільний позов, ви маєте навести докази того, що порушення ваші права або вам якоїсь шкоди хтось завдав, ви маєте докази навести. Він доказів не наводить. Просто більшість судів взагалі не розглядають ці справи, вони повертають їх назад через відсутність доказів. Крім того, його генеральний прокурор заявив, що фальсифікації на виборах не було, і порушень, які би могли повернути результат на 180 градусів, не було. Тобто це вигадки, чергова така конспірологічна теорія, яких багато Трамп та його прихильники розповсюджують. Ну, він може говорити все, що завгодно. Справа в тому, що не можна порівнювати з українські, скажімо, революції, коли у 2004 році українці вийшли на Майдан за те, щоб захистити результати виборів, які були сфальсифіковані владою. У 2013-2014 роках просто українці вийшли на Майдан через те, що брутально абсолютно поводилась влада, порушувала права людей, порушувала закон. А в Сполучених Штатах відбуваються якісь демонстрації на підтримку Трампа, небагаточисельні. Абсолютно неможливо, щоб якась велика кількість людей вийшла вимагати порушити закон. Трамп, він п'ятницю, наприклад, він телефонував губернатору Джорджії, вимагаючи від нього порушити закон. Він, значить, вимагав, щоб той всупереч результатам виборів скликав позачергову сесію легіслатури Джорджії, щоб вона призначила в колегію виборщиків, представників, які би проголосували за Трампа всупереч результатам виборів, означити всупереч закону Джорджії про вибори, а значить всупереч закону Сполучених Штатів про федеральні вибори. Ну, тобто для того, щоб все перевернути, Трампу потрібно знайти таких людей, які б погодились порушувати закони. Справа в тому, що я думаю, що тоді би це було зупинено в судах дуже швидко. Якби хтось погодився порушувати закони. Я думаю, що цього не може статися. Все-таки повага до закону в Америці велика, хоча от за 4 роки Трампа багато чого відбувалося, але все-таки є в країні дуже велика повага до закону, великої кількості людей. Значит ли это, что на карьере, на политической карьере Трампа можно ставить крест, или он попытает свои силы в следующей кампании? Ні, це не значить, що можна ставити хрест, саме тому, що він є, я вже казав, не просто популярним, він є найбільш популярним в республіканській партії. І не просто навіть найбільш популярним. Це наразі республіканська партія фактично партія культу особи Трампа. Це не мої слова, слова американських провідних аналітиків. Ну, дивіться, через місяць після виборів 95% зареєстрованих республіканців продовжують підтримувати Трампа. Тобто, є такі чутки, що він оголосить навіть 20 січня, в день інаугурації Байдена, що він буде балотувати знову в 2024 році. Поки що офіційної обяви про це не було. Але немає значення, чи він оголосить про це, чи ні. Він буде залишатись дуже популярним серед республіканців. Його вплив буде дуже великим, і тому він буде залишатись в американській політиці. Причому дуже суттєво залишатись.
Тобто це треба брати до уваги. Справа в тому, що республіканська партія, вона пройшла таку певну еволюцію, починаючи з початку 90-х років. От є в американській політології таке поняття революція Гінгріча. Гінгріч був спікером Палати представників з 94-го року. Він був тоді фактичним лідером республіканської партії. От він її почав змінювати, почав орієнтуватися саме на провінційних виборців, переважно без освіти, от переважно на таких виборців, які би хотіли жити в минулому. І треба сказати, що йому вдалося партію дуже сильно змінити. Тому те, що вона прийшла до Трампа, наприклад, для мене це не є несподіванкою. Це закономірний результат того, от, що сталося з партією. Тому Трамп буде залишатись дуже впливовим, навіть якщо він не оголосить, що він буде балотуватися у 2024 році, оскільки він дуже популярний, від його популярності будуть продовжувати дуже сильно залежати республіканські політики, усі сенатори, усі члени Палати представників, тому що вони будуть боятися, якщо вони щось скажуть проти нього, будуть продовжувати боятись будь-що сказати проти нього, тому що це буде означати, що, напевно, вони не зможуть переобратись, бо прихильники Трампа за них не проголосують. Тобто його вплив буде продовжувати залишатись великим. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Игорь Айзенберг, профессор и заведующий кафедрой университета Манхэттен-колледж в Нью-Йорке. На этом мы делаем небольшой перерыв и встретимся в этой студии через 5 минут, чтобы продолжить обсуждение актуальных событий, связанных как и с оккупированным Крымом, так и с материковой Украиной. И поговорим о важных событиях, которые произошли в мире. Оставайтесь.